Любой творец, человек, который что-то создает, мне кажется, к нему все это приходит от Создателя. То есть просто так ничего не бывает. Это должно тебя быть кем-то даровано, это должно быть тебе даровано, и ты, задача уже художника, задача любого творческого человека, любого творца, не держать это в себе, а делиться с людьми. Любой творческий человек что-то хочет сказать своим творчеством. И я не делаю в этом какого-то открытия, я тоже хочу показать свое отношение к ситуации, к миру, открыть что-то новое, но я думаю, к этому как бы специально стремиться не надо. Если оно идет от души, оно само получится, это будет открытие. Ну, начиналось, наверное, как и у всех, с детства все дети рисуют. В доме всегда были карандаши, краски, бумага. Ну, очень любила рисовать, даже просто шариковой ручкой на обычной бумаге. Вот. Ну и вот всегда были книги яркие, с иллюстрациями, а также были дома всегда репродукции известных художников. Ну, вот это все, я думаю, как бы повлияло. Еще в Узбекистане, учась в школе, у меня был хороший учитель рисования, который привил любовь к искусству. И было участие в выставках, в конкурсах детского рисунка. Помню, даже был международный конкурс, в котором я принимала участие. И это все подтолкнуло меня к тому, что я захотела заниматься этим в дальнейшем. Мы вернулись в Крым в 2001 году. И я решила поступать на факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства. У меня были хорошие учителя, я благодарна им. Это для меня хорошая школа. Я работаю с детьми, и хочу сказать, что работа с детьми очень вдохновляет. Потому что они непосредственные, они открыты, у них очень много идей, и это очень хороший стимул тоже работать дальше и создавать, творить что-то необычное. Вдохновлять может что угодно, может просто вдохновить хороший день, может вдохновить какое-то событие. Может какое-то воспоминание вдохновить. Это по-разному, это не предугадаешь. Можно даже просто беседа с каким-то человеком, которая наводит тебя на определенные мысли, и тогда получаются очень интересные работы. Конечно, может не нравиться, и это хорошо, что что-то не нравится, потому что так ты растешь. А если бы все нравилось, все было бы хорошо, ну, не было бы никакого роста и развития. Ну, Крым для меня прежде всего это родина, а творить на родине – это большое счастье. С детства Крым для меня был какой-то легендой, сказкой. Все время моя хартана и родители, они и говорили нам о Крыме, и я всегда знала, что Крым – это родина. Когда мы сюда приехали, естественно, я еще раз прочувствовала, я поняла, что вот мои корни, я здесь. И это дало мне очень большой толчок и очень много силы и энергии. Все то, что пережили мои предки, это немножко передалось мне, и поэтому, конечно, оставляет след в моих работах, в моем творчестве. Это хорошо, что в моих работах есть и грустные нотки. Это должно быть, потому что это наша память, наша история.
Донести я хочу свое отношение к миру, к каким-то событиям и то, как я вижу тот же самый пейзаж, его можно донести путем просто красиво отобразить и реалистически подать красиво природу. А можно еще пофилософствовать, увидеть в нем какую-то метафору. Одна из знаковых работ этой серии «Путь», где нагромождение каменных глыб, шаткий мостик и узкий проход в камнях ассоциируются с трудным путем и тяжелой борьбой за возвращение народа на родину. Именно так я вижу и чувствую это состояние. Работа «Портрет крымца», она написана 10 лет назад. На то время для меня была очень актуальна эта тема. Кто мы, откуда мы, куда мы идем. Тема нашего народа, нашего этноса. И это вылилось в этот портрет, в котором я изобразила своего отца в одежде современного, в классической одежде, я бы так сказала, человека, который ничем не опознается, что это крымский татарин. Это крымец. Его судьба, его глаза, они передают все, что с ним произошло, все события, все это отражается в нем. И на тот момент и сейчас я считаю, что это одна из знаковых и важных для меня работ. Я всегда интересовалась крымско-татарским искусством своего народа. И когда я пришла в студию Эльчебер и познакомилась с Рустемом Скибиным, меня очень заинтересовала техника майолики. И для меня было очень интересно создавать декоративные композиции в технике майолика. Наша группа мастеров занимается изучением подлинного крымско-татарского орнамента, его сохранением. Когда ты рассматриваешь этот орнамент, и когда ты уже знаешь значение символов, это уже совсем по-другому чувствуется, ты совсем по-другому ощущаешь. А еще больше, и для меня, как для художника, важно, когда я уже, зная историю, зная язык орнамента, могу создавать что-то свое, что-то новое. Я его чувствую еще глубже, и это для меня очень большая радость. Когда я больше узнала об орнаменте, стала заниматься орнаментом, то я стала смотреть на пейзаж, на живопись с другой стороны. Это меня дополнило как художника, это обогащает. Получается, ведь пейзаж может быть не только реалистичным, а может быть решен в декоративной технике, в декоративной манере. И довольно-таки очень интересные результаты получаются. Я также интересуюсь этнографией своего народа, и мне очень приятно, что я причастна к созданию первой части сборника «Этнографическая культура крымских татар». В данном сборнике представлена моя статья, где я работала над темой о хлебе и о том, как его пекли в Крыму, и о том, какие печи были в Крыму. И это было очень интересно, потому что информация собиралась из источников, из разных источников. Это были и библиотеки, и научная литература, а также очень большой такой вклад внесла моя Алиме Хартана. На то время ей было уже за 90, и она непосредственно видела, как все это делалось, приготовлялось, и она дала очень ценную информацию. У нас очень богатая культура, и через свое творчество я бы хотела это донести не только
вот в Крыму, а также, чтобы со временем это стало интересным и важным, и о нас узнали.